Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. День, который многое поменяет в вашей жизни. Давайте посмотрим, что за день и что поменяется в вашей жизни, в какую сторону. Загадайте, пожалуйста, на себя, на перемены, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Все высшие силы входят моими руками, потому что сейчас у нас скрыто, это очень важно. Отсыпочка у нас общая, мои хорошие, не забывайте об этом. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь вышло несколько событий, и сейчас я вам о них расскажу. Так, мои хорошие, ну давайте пойдем по порядку. Очень счастливое и радостное событие приходит в ваш дом. Скорее, как даже приносят вам вести, новости, что-то приезжает в ваш дом, кто-то приезжает в ваш дом, может какая-то доставка будет, может быть принесут вам подарок, либо желанный вам человек приедет. Это что угодно может отыграться, вы все разные. Число здесь 24 выходит, 24 числа. Либо через 24 дня произойдет нечто невероятное, светлое, позитивное, радостное, счастливое именно с вами и именно в вашем доме. В месте, где вы постоянно находитесь, проживаете. Большая радость идет, безумная большая радость. 24 число этого месяца, либо через 24 дня. И так может отыграться. Но это радость, безумная радость. Здесь счастье, здесь удовольствие, здесь очень ярко и тепло светит солнце. Так, женщина с мужчиной по судьбе, со своей половинкой знакомится. Это про личное счастье, про будущее, про семью, про любовь. Это осень, однозначно осень. Число здесь не показывают, но тепло. Тепло и вот такая теплая осень. Либо в эти дни будет прям как-то особенно тепло. Идет праздничное мероприятие. Много людей, разных людей, незнакомых людей. Это может быть как и массовое мероприятие, да, вот там праздник, который устраивает там мэрия города. Это может быть корпоратив, это может быть чей-то юбилей, чья-то свадьба может быть. Вы именно на этом массовом мероприятии встречаете свою судьбу, свою половиночку, своего суженого. Ну, соответственно, мужчина встречает свою суженую. Людей будет много, люди будут разные, но вы друг друга сразу в толпе увидите и сразу друг к другу потянетесь. Вам и без слов будет понятно, что этот человек ваша судьба. Так же, как и ему будет понятно, что вы его судьба. Здесь вот четко осень, но осень очень теплая, да, когда прям совсем тепло, как летом. Вот такой день. И это праздник. Праздник, на который вы пойдете. Там вы встретите свою судьбу, свою половиночку. Этот год. Теплая осень идет. Если вы мою отсыпку посмотрите, скажем там, поздней осенью, тогда это будет следующий год и тоже осень. Теплая осень. Мужчина седлает лошадь и десятка. Здесь 10 число, скорее всего, следующего месяца. Седлать лошадь, либо отправляться в поездку, да, мужчина уезжает, поедет, а у кого-то отыграется, что мужчина работой займется, серьезной, важной, денежной работой. 10 число. Для мужчины это момент коррекции судьбы, изменения, очень яркое изменение судьбы и улучшение его жизни
в направление к лучшему. То есть если человек куда-то поедет, то для него это очень приятный путь, хороший путь, путь успеха, путь достижений, путь, который меняет его жизнь и судьбу. Если мужчина займется каким-то делом, там, например, на работу выйдет, либо свой бизнес откроет, то это тоже повлияет и поменяет его судьбу к лучшему. К лучшему. Очень сильный знак здесь выходит. Если вы мужчина, либо у вас есть мужчина, 10 число следующего месяца. Прям точка невозврата. Жизнь меняется, меняется кардинально и меняется в лучшую сторону. Благодаря поездке, либо благодаря тому, что мужчина начнет чем-то заниматься, да, над чем-то работать. Так, здесь я вас вижу связанным по рукам, по ногам. Еще на каком-то крючке вы висите. Но обычно так долги показывают. Долги, обременения, может быть, даже какие-то моменты, связанные с законом, у кого-то отыграется. Да? Вы связаны по рукам, по ногам, вы ничего сделать не можете, еще и на крючке висите. Здесь в 2 этапа будет решаться ваша ситуация. Один этап заканчивается в конце этого года, а следующий этап заканчивается ну вот где-то момент старого Нового года, что ли. Как 2 Новых года у вас показываются. Новый год и старый Новый год. То есть вы долго к этому идете, вы долго с этим боретесь, справляетесь, а потом 2 этапа, но в короткий срок. Ну да, Новый год и старый Новый год. Новый год у нас с 31 на 1, а старый Новый год это с 13 на 14, да? Здесь очень мало информации о том, как это произойдет, но вот четко показали 2 этапа. Новый год, Новый год. Новый, прям новый и старый Новый год. Да, 2 вот таких вот праздника, которые говорят о начале Нового года. По новому стилю, по старому стилю. 2 этапа, 2 события, 2 ситуации, и вы полностью распутываетесь, развязываетесь и с этого крючка снимаетесь, да, отцепляетесь от этого крючка. Вижу, что переживаете, вижу, что тяжело, но терпите, терпите. Здесь уж не так далеко осталось, да, сколько тут, полгода, да? Полгода, и ситуация поменяется. Избавитесь вы от этих пут и от крючка этого избавитесь. Но более никогда в эти ситуации не попадайте. У вас каждый новый случай может только лишь быть хуже и тяжелее. Я так понимаю, что это не первая ситуация. Там, если вы выбрались как-то легче, проще, в этот раз тяжело, а в следующий раз еще тяжелее будет. Вообще вот эти долги, кредиты – это не ваше, просто не ваше. Надо как-то научиться жить по-другому. Здесь вам и как предупреждение, что не повторяй, не вляпывайся в эти кредиты, не лезь в эти долги, потому что будет очень тяжело. А здесь 2 этапа. Так, с левой стороны женщина, которая разрывает связь с мужчиной. Собирает вещи и как куда-то уходит, уезжает. Но это не вы. Женщина не вы, а женщина какая-то другая. Как бросает этого мужчину. Я бы даже сказала, сбегает от этого мужчины. Она долго, как соки пила, тянула с этого мужчины. И потом в один момент она просто сорвется и исчезнет. Вот как пропадет, убежит, сбежит. В таком ключе идет информация. А для вас это день праздника. Для вас это день, когда вы сможете с любимым вместе быть. Я так понимаю, это ситуация треугольника. Треугольника, да. Как-то очень быстро в один момент решится. Женщина до последнего вот как держит его в ежовых рукавицах, а потом просто вот все бросает и уезжает. И вы с любимым вместе. Он к вам, видите, ручки тянет. Вы счастливы, очень сильно счастливы. Здесь не показывают конкретный день, показывают, что это случится до конца сезона. Смотрите, сейчас лето, значит, до конца лета это случится. Будете смотреть позже мою цыпку до конца сезона. Да? Вот вы, например, смотрите осенью до конца осени, смотрите зимой до конца зимы. До конца сезона это все произойдет. Она до последнего держит, до последнего она такая, нет и все. А потом просто все бросает и уезжает. И мне кажется, что она не одна уедет, может быть, с каким-то мужиком уедет. Был треугольник, а станет 2 пары. Но в любом случае вы будете очень счастливы. Вот этот день, он меняет судьбу не только вашу, но и мужчины. Потому что вы объединяетесь, нет преграды, нет помехи на пути к вашей любви, к вашему счастью.
Зима, холод, число 17. Мужчина на пороге. Мужчина, которого уже не ждали. Мужчина, которого, не знаю, оплакивали, либо как-то навсегда попрощались с этим человеком. Мужчина на пороге. С какой-то сумкой еще придет. А в сумке добра много, либо денег много. Мужчина на пороге. 17 число, зима. Не могу сказать месяц, но будет очень холодно. Прям очень-очень сильно холодно. Мужчина, он вам эту сумку несет. Он и сам придет, и это будет безумное счастье. И плюс еще эта сумка с каким-то добром, с деньгами, что-то там ценное в этой сумке. Двойная как радость получается. Хотя вы не сумке обрадуетесь, вы обрадуетесь тому, что жив-здоров и домой пришел, да, вернулся мужчина. Так, и еще зимой. Здесь про вас показывают, про вас и про вашу карьеру. Именно зимой у вас такой мощный выстрел в карьере, в ваших делах, в вашем бизнесе. Не просто выстрел, это прорыв. Вот это прорыв. Но вплоть до того, что кто-то очень удачно работу поменяет, а кто-то удачно бизнесом займется. А у кого-то очень крутой контракт появится, а кто-то свой офис, свою студию откроет. Ну, в общем, дела зимой именно пойдут в гору, причем очень стремительно. Знаете, я бы даже сказала скачкообразно. Вот просто в один момент, раз и прорыв у вас. Вы очень много будете работать до этого момента. Вы очень много будете вкладываться в свою карьеру, в свой бизнес. И вам будет казаться, что все это вы делаете напрасно. В какие-то моменты будут волны отчаяния, вы будете опускать руки. Но прорыв, он неизбежен. Неизбежен. Здесь событие декабрьское идет, в декабре. Причем в самых первых вот как-то числах декабря. Потому что вижу, что все будут праздновать там Новый год, все эти праздники, там подготовка, суета. А вы работаете, вы счастливы, потому что у вас дела в гору пошли, у вас все получается, к вам деньги идут. И вы прям пашете и счастливы этому. В самом начале декабря прорыв в бизнесе, на работе, в карьере, вот с деньгами, да, с деньгами улучшение идет, грандиозное улучшение. Мужчина и женщина одинаково предсказания. Начало декабря, первые числа, там 1, 2, 3. Просто какой-то небывалый прорыв. Такого еще в вашей жизни не было. И все готовятся к Новому году, а вы улыбаетесь и работаете, потому что результаты есть, потому что деньги идут, вот. И усталости чувствовать не будете. Хороший момент. Так, гости на пороге, которые едут не просто погостить, а едут что-то для вас сделать, чем-то вам помочь. Это событие очень скорое, в течение 30 дней произойдет. Опять же, вы разные, у кого-то раньше, у кого-то чуть позже. Но вот 30 дней к вам едут гости, которые будут не только гостить, веселить, там, не знаю, отдыхать у вас, но еще и будут что-то для вас конкретное делать. Ну, вплоть до того, что, не знаю, там дети приедут, ремонт вам сделают. А внуки приедут, там, с огородом помогут. Ну, либо какие-то родственники приедут, да, что-то будут для вас делать. Помощники. Это помощники, любимые, близкие помощники. Очень прекрасное событие. Вам и легко, и светло, и радостно. Так, женщина с огромным аполлоником в руках. Мужчина ей дает этот аполлоник, черпак. Мужчина, кстати, какой-то... Но он, скорее всего, не вашей национальности. И даже, возможно, не вашей религии. Мужчина, который женщину берет под свое покровительство, под крылышко. Он в нее вкладывается, он ее спонсирует, он ей всячески помогает. У одних отыграется, что этот мужчина, ну, допустим, ваш будущий муж, любовник, а у других отыграется, что этот мужчина, ну, допустим, ваш какой-то родственник. Родственник, либо, может быть, и муж, да, который вот неожиданно разбогатеет. Ну вот вижу, что вы довольны, и какой-то новый уровень жизни у вас идет, новое качество жизни. То, что раньше вам было абсолютно недоступно и о чем вы даже не мечтали, да, не смели мечтать.
Смотрите, этот мужчина, он вам несколько раз будет предлагать. Пару раз вы откажетесь, а вот где-то сразу 4-5 согласитесь. Опять же, вы все разные. Здесь именно желание этого мужчины в вас вкладываться. Не только желание, но и конкретное действие. Он в вас вкладывается. Здесь не показывают время, здесь не показывают ни день, ни дату, ни время года. Здесь показывают, что он за вами ходит и постоянно вам это предлагает. Первые 2-3 раза вы такая: нет, и все, да, я на это не пойду. А потом где-то 4-5 раз, и вы соглашаетесь. И вы не жалеете о том, что вы согласились. У вас с этим человеком, ну вот он вам предлагает, да, какие-то условия. Я тебе буду помогать, если ты будешь, например, моей любовницей. И вы такая: нет, не хочу, да, зачем мне это? Я не хочу быть любовницей, я хочу быть женой. И вроде как вы соглашаетесь на роль любовницы, а потом вы становитесь женой. Либо ваш муж, да, который начинает богатеть, говорит: давай, вот ты будешь, допустим, там дома сидеть, а я буду полностью обеспечивать. Вы на это соглашаетесь, а потом получается, что и дома вам сидеть не надо, что при таком количестве денег вы можете вести просто шикарную разнообразную жизнь, да, путешествовать, бывать в разных местах. Да, в таком ключе идет информация. Но вот здесь именно от мужчины идет этот Аполлоник, Черпак, от мужчины. Он вам 2-3 раза предлагает, вы говорите нет, а вот на 4-5 вы уже соглашаетесь. И те условия, которые вам будут предложены, они трансформируются. Они со временем трансформируются. Вы тут в двойной, в тройной прибыли, либо в выгоде находитесь. То есть почему-то сначала не хотите, а потом, когда соглашаетесь, понимаете, что вот она жизнь, вот она радость, вот оно счастье. Но благодаря мужчине это все происходит. Так, а здесь у кого-то откроется дар. Дар, ваше предназначение, либо ваш талант. Опять же, вы разные. Кто-то даром обладает, а кто-то невероятно талантливый человек, и именно талант обнаружится. Конкретный день не показывают, но это будет какой-то праздник, религиозный праздник. А время тоже как осень, на осень похоже. Религиозный праздник, осень. Вам накануне приснится сон, вещий сон о том, в чем ваше предназначение, в чем ваш дар, либо в чем ваш талант. Не бойтесь этих снов, и вот прям под этот праздник, либо в день праздника, либо перед, либо после, у вас ваш талант, ваш дар открывается. Ваше предназначение открывается. Смотрите, вы все разные. Кто-то целитель, да, у кого-то дар целителя, у кого-то дар ясновидца, у кого-то талант, например, петь, рисовать, может быть, шить, да, все разные. Здесь показывают именно под праздник, под праздник, большой религиозный праздник. За день, в день и после один день. Но это какой-то осенний праздник. Но вот мне приходит покрова Богородицы. Но вы себя найдете, вы в себе дар, талант точно откроете. Как бы время пришло, все, время пришло. Время пришло пользоваться своим даром, либо открыть свой талант. Время пришло. В этом году это точно случится с вами. Так, с левой стороны показывают вас и показывают вас сверху на какой-то женщине. Женщина больше, чем вы, но, знаете, как это, картинка Давид и Голиаф, да? Вы эту женщину на лопатки положили. Победа над женщиной-врагом, победа над женщиной-недоброжелательницей. Победа тяжелая, да, тяжело она вам дастся, но победа, которая меняет вашу жизнь к лучшему. Враг будет повержен. Враг. Вот это событие, оно тоже какое-то скоро идет. Начало следующего месяца. 5, скорее всего, 5 числа. 5 числа вы уже сидите на ней. Но перед этим будет жесткая схватка с этой женщиной. Что-то вы будете делать, да и она будет делать. Как вот столкнетесь с ней, сойдетесь, но вы ее победите. Следующий месяц 5 вышла, 5 число.
будете праздновать свою победу. Враг повержен, и враг более никогда, на вас не пойдет, да? Вы не только победите, вы еще и урок преподадите этой женщине, что не смей ко мне лезть. Кстати, не только ей, но и другим людям. После этого, во-первых, к вам отношение поменяется с такого, знаете, никчемного на уважительное, и вы точно победите. Так, еще в венце вам обещано чудо. Чудо, которое придет свыше. Но здесь как беду какую-то отведут. Беда, будет надвигаться беда. Сразу говорю, видите, да, никаких цифр нет, никаких знаков нет. Будет надвигаться беда, будет надвигаться какая-то неприятность. Вы, помолившись, либо просто обратившись к небесам, попросите о чуде, и чудо будет вам дано. Чудо будет дано. Вот прям явится вам это чудо в темный момент, либо в какой-то опасный момент. Вот как беда надвигается, вы молитесь, и происходит чудо, беда отступает, отходит, либо минует вас стороной, как обходит вас. Но это сильный момент. Не всем такое благо дается, не всем позволено, не у всех получается, а у вас получится. Вы о чуде попросите, и чудо будет вам дано. Да, прям явится вам это чудо. Сильная отсыпка, сильные знаки. Сразу видно, что вы очень хорошие люди. Даже вот по этому чуду видно. Да? Потому что именно вам будет дано это чудо. Либо именно с вами произойдет это чудо. Высшие силы беду отведут. Отгонят от вас, от вашего дома, от вашего порога, от ваших близких, любимых людей. Одна ваша просьба, одна ваша молитва, и происходит чудо. На этом все. Берегите себя, мои хорошие. Пусть все у вас будет замечательно. Пусть все самое лучшее поскорее исполнится, поскорее в вашу жизнь придет. Всем спасибо, всем пока-пока.